Всем привет! С вами Менская урбанистичная платформа, и я приветствую вас на серии разговоров о реках и городах Беларуси на Березе. Неделю назад у нас уже состоялся первый разговор. Это была лекция от Марии Заречной, которая со своей специальностью, со своей стороны экологичной, рассказала нам про реки Балтийского бассейна, Черноморского бассейна, то есть про белорусские реки в контексте их бассейнов, а также про трансграничные подходы к управлению водными ресурсами. Сегодня уже вторая встреча нашей серии мероприятий, и от масштаба бассейна мы переходим к масштабу города, на котором мы хотим проследить взаимоотношения реки и города в белорусском контексте. Наша задача сегодня, наверное, не подискутировать, не определить какие-то проблемы, с которыми сталкиваются белорусские реки в городах, а проследить их историю взаимоотношений от какого-то прошлого, настоящего, и даже попробуем немножко посмотреть в будущее, посмотрим, с какими проблемами либо вызовами сталкиваются реки и города соседних стран в постсоветском контексте. Ну и попробуем просто подсветить особенности белорусских рек и городов. И в этом мне помогут мои замечательные коллеги и коллежанки. Я буду их уже приглашать к нам сюда в дискуссию. Это Настя Цурковская, главная архитекторка проектов. Последние 5 лет она работает в компании «Малай Плюс», где ведет проекты по городскому ландшафтному планированию, восстановлению рек. А за последние 7 лет Настя участвовала в более чем 8 проектах по развитию приречных территорий и рек, разрабатывала стратегии планирования ландшафта и туризма. Настя, привет. Всем здравствуйте. Также я приглашаю Дмитрия Савельева, архитектора. Он работал в различных проектных организациях, занимаясь в основном проектами гражданской архитектуры, а также реставрацией памятников архитектуры. Здесь Дмитрий представляет свою сферу научных интересов – это культурные ландшафты. Дмитрий, добрый вечер. Да, приветствую участников конференции. И еще тоже приглашаю нашу коллежанку Зинаиду Лишонок, урбанистку и архитекторку. За свой 4-летний опыт работы в Доме градостроительства работала над генеральными планами городов и агрогородков, в том числе в качестве главной архитекторки проекта. На данный момент Зина работает планировщицей городов в коммуне Аваната в Гренландии, и в фокусе ее интересов исследования ограничения законодательства, которые диктуют подходы к работе с городскими пространствами. Зина, привет. Добрый вечер всем. Так что предлагаю уже не оттягивать, а просто начинать наш разговор о белорусских реках и городах. И, наверное, для начала посмотрим ретроспективно, посмотрим на взаимоотношения рек и городов в их истории белорусских городов, и поговорим про реки в культурном ландшафте. Дмитрий, вам слово. Расскажите нам, пожалуйста. Начну, наверное, свой такой разговор о том, что, в общем-то, реки с древнейших времен были как источник питьевой воды, пищи, коммуникации, для защиты и вообще ограничения территории. И уже позже это уже стали какие-то другие функции. Мы знаем, что самые первые цивилизации, они именно тоже возникали на реках. Вот, соответственно, там такие реки, как Нил, Инд, Тигр, Ефрат, Хуанхэ, Энзы, Иордан, не знаю, там Дунай, Волга – это именно те реки, в котором, в общем-то, и пошла наша цивилизация в том понимании, которое мы видим сейчас. В то же время, сами реки – это были и частью мифов и религии. И они остаются, скажем, важной составляющей. Вспомним, например, те же 4 реки, которые вытекали из Эдема, или, значит, 5 священных рек в загробном царстве из греческой мифологии. В нашей, белорусской цивилизации тоже множество рек имеет определенные мифы, легенды. Но как раз-таки на известные нам первые люди, которые появились на территории Беларуси, вот эти стоянки, Бердыш на реке Соши или, например, Юровичи на реке Припять,
Возможно, там были еще какие-то реки, на которых появились люди, но тем не менее это вот и говорит о том, что реки являлись важной частью вообще жизни, начиная с первобытных времен. Ну, а вот уникальное расположение Беларуси на разделе Балтийского Черного, правда, тут сейчас уже некоторые исследователи говорят о том, что из Беларуси можно попасть и даже значит, так, Северное море, не Северное, а, наверное, вот, соответственно, а, из Беларуси, в общем-то, фактически можно путешествовать в разные части света. И именно реки, можно сказать, так создали белорусский мир, белорусский свет. И фактически сделали нас теми, кем мы есть на самом деле. Ну, известно, конечно, первая, скажем, коммуникационная связь рек – это так называемый путь из Варяг к Греке, хотя возможно, что был это немножко и более старый путь, который начинался, который так называемый э, Янтарный путь, или, возможно, еще и даже более древний Кремниевый путь, потому что мы знаем, что янтарь из Балтики, э, скажем, в Римскую империю он проходил вот именно, наверное, скорее с запада от Беларуси, ну, и какие-то ответвления они были и проходили по нашим рекам. Ну, а кремень, известный кремень в северо-западной части Беларуси, он тоже имеет большое распространение. И, соответственно, проще всего было распространять его или как бы так с помощью рек. Ну, если мы, в общем-то, перейдем уже конкретно, скажем так, к нашим городам, то та же наша столица, город Минск, также связана с разными событиями с рекой. Это и битва на Немиге, которая произошла, в общем-то, на ныне же несуществующей речке. Тем не менее, топонимика и символизм этой реки у нас продолжает существовать и в современной даже архитектуре, и вообще в среде города. Вот. Мне очень нравится станция метро Немига, хоть и построена в советское время, тем не менее, вот как раз-таки символизм этой станции, когда, ну, во-первых, там определенные отделочной поверхности стен и колонн. А второе то, что, в общем-то, вверху вы, когда смотрите, перед вами, над вами висит такая своеобразная стилизованная такая ладья, как будто вот эта вот легендарная река, она вот, вы находитесь на этой реке, а над вами вот парит этот древняя какая-то история. Ну, или, например, та же легенда о волшебнике Миниске, который имел мельницу на 7 колесах, молол из камней муку. Ну и или еще одна такая история, это связанная с появлением иконы Минской Божьей Матери, которая 13 августа 1500 года приплыла по Днепру через Березину и вот Верховье Свислочи, и таким образом стала, пожалуй, одной из главных святынь Беларуси. Ну, конечно же, главное качество рек – это все-таки способность, возможность добывать пищу и передвигаться. Ну, это уже позже реки станут использоваться для удаления стоков, городов или как источник энергии в первых водяных мельницах, или как уже в более поздние времена, и которые продолжают вообще-то функция существовать и в наше время, это как бы как рекреация. Хотя паломничество, она существовала с древних времен, и возможно, что именно реки способствовали тому, чтобы люди перемещались по ним, пытались найти что-то новое, что-то увидеть, какие-то необычные вещи, необычные страны. Вот. Ну, в меньшей степени наши реки, связанные с функцией, скажем, осушения, орошения, это уже тоже скорее больше уже современность, там, 18, 19, 20 век. Ну, в общем-то, качественная, конечно, добыча пищи и вообще перемещение невозможно было без специальных средств. И первым, конечно, средством перемещения это были
плоты, которые с нескольких бревен, стволов деревьев, и уже потом уже научились люди делать лодки, выдалбливать. Ну, а далее уже пошла процесс уже более сложных средств перемещения. И, ну, я, пожалуй, бы задал бы вопрос, а все-таки, что было первым? Значит, лодка или все-таки колесо? Пожалуй, все-таки, ну, колесо, наверное, все-таки будет на втором месте, нежели лодка. А, И если мы вспомним с той же нашей истории Беларуси, то известна легендарная личность Всеслав Чародей. Единственное его изображение как раз-таки там, где он переплывает Днепр в ладье вместе со своей свитой и семьей. Ну, и вот дальше уже там события развиваются, известные события развиваются уже. Вот, и что еще? Ну, конечно, человек не только использовал реки, но и также боролся с ними. И, в общем-то, борьба с реками – это, на мой взгляд, в том числе строительство мостов. Конечно, с одной стороны, проще перейти просто реку, не замечать, и как бы вот конструкции из мостов, они тоже со временем развивались, и у нас в Беларуси также имеется, у нас, конечно, не осталось мостов очень старых, а тем не менее существующие даже деревянные мосты и традиции их устройства, они также имеют более древнее происхождение. Ну вот я тут несколько дней назад проезжал из Волковыска в Щучин, и как раз проезжал уже по новому мосту через Неман. И рядом как раз по правой стороне сохранился, это из так, правых в левые мосты, сохранился прекрасный мост, видимо, конца 19-го, начала 20 века. Ну, не успел почитать историю, но, пожалуй, это один из таких самых красивейших мостов металлических, там, с заклепками. То есть, если бы, наверное, возможно, что не река, не было бы у нас такой вот, в том числе, вот интересной конструкции, который, пожалуй, можно назвать настоящим памятником, ну, такой промышленной, даже правильно как сказать. Вот. Ну, в принципе, если вот сузить свою, такую, как бы такое резюмировать свою там первую часть своего рассказа, то, в общем-то, ну, реки остаются важными в первую очередь как источники воды, как удаление избыточной влаги с рек и, ну, вообще заболоченных участков, это больше касается народного хозяйства, как рекреационный источник, они как были как рекреационный источник, это продолжают, и как определенный исторический культурный маркер в культурном ландшафте, и, ну, пожалуй, это не будет громкими словами, скажу, что и как код, как один из кодов белорусской идентичности. Возможно, мы сейчас уже в меньшей степени представляем, как выглядели наши города, деревни, небольшие местечки в древности или хотя бы даже там столетней давности. Тем не менее, именно вот как раз-таки реки определяли, если это располагалось реки, а у рек располагалось практически каждое крупное поселение, известное ныне, то, в общем-то, именно вот как раз-таки ландшафт, застройка вот этих вот местечек, городов, она именно была ориентирована именно на реки. Соответственно, нынче, когда мы, в общем-то, как бы видим, пытаемся представить какое-то как историческое место, то мы должны учитывать в том, что большинство людей, то, возможно, немножко представляло по-другому это, именно ориентировалось на размещение этой реки, размещение этого поселения именно с реки. Ну, наверное, в завершение бы хотел бы сказать, что если бы как бы не реки, то формирование как раз-таки сети коммуникационных путей происходило бы по-другому. И как раз-таки мне кажется, что именно сейчас вот именно отсутствие продолжения вот этих многих профессий, инфраструктуры, оно как бы замедляет
ну, или, по крайней мере, не дает возможности нам вот немножко дальше развиваться. Ну и, соответственно, мне кажется, что необходимо нам как бы вот этот вопрос ну, дальше вот как изучать и ну, прорабатывать какие-то решения, которые могли бы позволить нам двигаться дальше. Так, ну, наверное, все, по крайней мере, так. Ну, может быть, немножко скомканно, ну, Спасибо, Дмитрий. Я услышала много таких каких-то вещей бы хотела посвятить, которые я услышала, которые, мне кажется, понадобятся нам для дальнейшей дискуссии интересных. Это, да, про вот эту вот эволюцию использования реки, как для начала там, какие-то транспортные, ну, вообще для пищи, для воды, потом транспорт, энергия и так далее, и потом уже рекреация, и как будто бы и вот тема борьбы с реками, борьбы с водой, да, как будто бы это показывает трансформацию взаимодействия человека в городе с реками, то, что мы от использования переходим к борьбе. И, наверное, хотела бы потом поговорить про это с Зиной, правильно ли у меня впечатление, что основной, наверное, фокус работы с речными территориями в городах сейчас будет больше именно про то, как успокоить реку, не дать ей помешать нам реализовывать свои планы. Но еще бы отметила важную, интересную тему — это топонимика. Просто хотела вспомнить, что не так давно столкнулась с картой рек, настоящих первоначальных рек на территории города Минска до того, как была сделана спроектирован водно-зеленый диаметр. И на самом деле удивилась, что не только многие районы Минска, они получили свое название не просто по деревням, которые были включены в состав Минска, но сами эти деревни приняли свои названия от тех речек небольших, которые там когда-то протекали. Если я не ошибаюсь, одно из таких названий — это в том числе и Грушевка, тоже была река Грушевка, а не только сама вот эта вот деревня. И таких рек там несколько. И интересно, что топонимы остались, названия остались, но в культуре нашей какой-то городской идентичности нет вот этой информации о том, откуда это название, откуда эти реки, как-то не работает с этой тематикой, и как будто бы нету, и, соответственно, в городском пространстве и в работе архитекторов их тоже, соответственно, нету. И третье, что бы хотела посвятить, это то, что во всем этом историческом контексте очень, я не услышала про про экологическую роль реки в городе. И это, наверное, какая-то тоже вопрос, опять же, к Зине, да, есть ли это в современных подходах к проектированию либо развитию городов, разработке генеральных планов городов с реками. Вот, наверное, дам тогда слово Зине и еще раз. Мгм. Да, Дмитрий? Ну, вообще экологический аспект в историческом там, разрезе, конечно, он скорее вел к, скажем так, загрязнению рек, нежели, скажем, об очищении. Вот я бы сказал, что вот как раз-таки на современном этапе, когда мы поняли важность вообще экологии, вообще здоровой среды для человека, то, вот, в общем-то, мы стали заботиться. Если мы посмотрим, то, в общем-то, те же очистные сооружения у нас, ну, фактически появились только вот в послевоенное время, вот, а, ну, до этого все это, конечно, все это Мгм. оставалось. То есть тут, ну, я думаю, тут меня могут поправить историки, которые занимаются именно вот созданием вот этой системы. Ну, по крайней мере, то, что я знаю, что в Советском Союзе это, ну, конечно, была столица Москва, а потом уже дальше в республиках распространились очистные сооружения. И то, что мы сейчас имеем, то, что вода, которая выходит фактически уже после очистки, то она может быть оказаться намного чище, чем она была изначально добыта. И как раз-таки забота об экологии — это именно в том числе и создание вот этих вот резервуаров воды на реках, огромных резервуаров, для того, чтобы вот, если там другим государствам это нужно было там для орошения, то нам, в общем-то, для накопления и потребления этой воды, ну и, скажем так, минимизации использования водных, скажем, подземных водных источников. Вот. Ну, соответственно, из-за вот таких вот преобразований у нас и менялось. Да. А по поводу топонимики, вообще очень много, да, тут связано с реками. Практически каждый
областной центр, наверное, обязан тому, что связан именно с рекой, названием какой-то маленькой речушки. Вот. Или, ну, я уже не говорю про какие-то другие. Вот мне всегда было интересно, что такое за название Несвиж, там, Свержно, там, Свирь. Потом оказалось, что это просто вот тоже, скажем так, своеобразное место, сухое место по отношению к водяной, там, затопленной части вокруг. И мы знаем, что там Несвиж на там, реке Уса, Свержень на Немане, значит, ну, а так и там какая-нибудь Свирь, это там тоже на река, озеро. То есть, соответственно, это очень тоже часть, в том числе вот этой всей системы. Водное государство. Да, да, ну если говорить вообще дальше уже, скажем так, да, извините, что, возможно, тут немножко сумбурно, но если говорить даже про развитие архитектуры, то, безусловно, без рек невозможно было бы создание, ну, ни одного из грандиозных тех в ландшафтах, парковых, дворцово-парковых, и, в принципе, начиная от небольших вот усадебных комплексов и заканчивая вот, в том числе вот того же Мирского замка, Нисовского замка, которые включены в список ЮНЕСКО, Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот. И только благодаря тому, что эти объекты находятся... Думаю, что если бы они находились где-то так, ну, таких объектов, наверное, было бы сравнимо больше. А так, именно благодаря вот именно водным объектам они и стали такими грандиозными. Я, например, не представляю, чтобы Несвиж замком, ну, был просто в какой-то там где-то небольшой речушке, а именно вот когда видишь, что вот эту водную гладь гигантскую на этой, казалось бы, совсем небольшой речушке, вот, вот. Ну, да, ладно, наверное, потом в дискуссии какие-то добавлю. Спасибо, извините. Да, вы вспомнили про экологию. Я просто припомнила себе совет нашей прошлой спикерки о первой лекции. Ни в коем случае не есть рыбку, которая словлена в свисточи. Вот поэтому, Зина, тебе вопрос. Не про Правильно, рыбку. рыбку нужно выпускать, она должна жить. Тебе вопрос, Зина, по поводу все-таки, да, насколько правильно была моя догадка, что, во-первых, как-то больше идет ориентация на то, чтобы как-то не использовать реку, а бороться с ее особенностями, за что вода живет, вода меняется, и, в принципе, про вот ту же экологию, которую мы уже затронули, вот каким образом эти вопросы сейчас разрабатываются при разработке генеральных планов городов? Ну, гэта вельмі добрае пытанне. Тут пілней фортабудаўніцтва я працавала толькі там магу толькі адпавядаць за яго працу. Ну, гэта нашэдак савецкай культуры, і там заўсёды быў фокус на кантроль над прыродай. Таму нейкага неверагоднага выкарыстання ракі няма нават ідэі аб тым, што мы можам, ну, гэта не ніп, але што мы можам выпусціць на немігу зноў з калектара. Гэта проста не тое пытанне, якое існуе ў галавах праектыраў. Магчыма, праектыроўшчыкаў так, але тых, хто замаўляе праекты на горад, гэта проста не тое, аб чым гэтыя людзі думаюць, і не тое, што яны чакаюць. Таму агульна гэта фокус на заспакойванне рэк, на кантроль рэк, але не тотальны кантроль. То бок у нарматыўнай дакументацыі ёсць цудоўны пункт, у якім напісана, што 1,5 метра вышыні затаплення гэта не катастрафічнае затапленне, і яно не патрабуе гарадабудаўніча ў усялякам выпадку ніякай падрыхтоўкі. То бок гэта той узровень вады, да якога нашы гарады павінны быць гатовыя як-небудзь. Усё вышэй можа вырашацца абвяшчэннем насялення, эвакуацыяй і іншымі і барацьбой з наследкамі. То бок мы нібы, в асноўным боремся, а калі вода прыходзіць, вось калі яна прыходзіць на такі ўзровень, гэта нармальна, калі яна прыходзіць больш, то тады нешта робіцца. Можно я тут уточню, пожалуйста, допустимое затопление на 1,5 метра обозначает, что мы не предусматриваем, типа, туда-сюда 1,5 метра какой-то свободной зоны, что мы просто... Нет, гэта яно не лічыцца катастрафічным. Я працавала ўсё-такі больш 2 гады таму я не магу памятаць усе дэталі, але яно не лічыцца катастрафічным, але паколькі праект для ўсяго горада не можа
уваходзіць у дэталі вось гэта што адбываецца на гэты 1,5 метра, тут даволі складана. Але нам наследства зноў-такі засталася гэта савецкі падыход, і ён таксама, вось як сляпянская сістэма, ён пабудаваны на тым, як будаваць экалагічныя каркасы для рэкрэацыі ці для пропуску вады. То бок рэкі звычайна не забудаваныя зусім блізка да вады, там ёсць нейкае месца, я думаю, звычайна гэтае месца ўсё-такі нешта пад рэкрэацыю, і там гэты пад'ём не такі катастрафічны. І плюс, зноў-такі, нашы гарады, як казаць, звычайна на рэках, і традыцыйна, калі ў цябе павадак кожную вясну, вялікі павадак кожныя 100 год, людзі здагадаліся, дзе трэба будаваць, дзе не трэба будаваць, і наколькі высокі падмурак трэба. Дзесна ў гэтым сэнсе цудоўны прыклад. І рака, і горад. Бок там ён стаіць на месцы ўпадзення Дзесны ў Двіну, і там паводкі гэта нармальная рэч розных узроўняў, і там мясцовыя жыхары выдатна ведаюць, як будаваць, і, напэўна, я спадзяюся, радзяць суседзям, наколькі высока трэба гэта рабіць. Але пра кантроль прыроды, напрыклад, пасля я працавала над гэтым горадам пасля таго, як узвялі Полацкую ГЭС, я не бачыла нейкіх дадзеных па тым, як гэта паўплывае на рэкі у горадзе. То бок на кантроль даволі складана. Калі адыходзіць ад пытання, тому што, здаецца, не адказала цалкам на экалагічнае пытанне. Паколькі праектны інстытут, ён з'яўляецца выканаўцам патрабавання ад горада, ён не тое, каб вельмі зацікаўлены ў інавацыях, яму трэба зрабіць усё ў адпавяданні з нарматыўнымі дакументамі, хутка, і не нешта занадта дзіўнае, каб не здзівіць замоўцу, то бок горад. Таму там даволі вялікі фокус на тое, каб усё было як звычайна, гэта зноў-такі гэта школа заспакойвання рэк і кантролю над рэкамі, але зноў-такі з-за таго маштабу, якімі працуе, я магу сказаць нешта дакладна. Я ведаю, што, напрыклад, у Нідерландах на ўзроўні асобных будынкаў ёсць падыход, што некаторых будынкі проста гатовыя да нейкага ўзроўня вады, які можа прайсці праз будынак і які нічога не пашкодзіць. То бок там ўзровень, на якой вышыні ад полу будуць разеткі. Якія матэрыялы выкарыстоўваны, гэта прадумана адразу. У нас, не магу сказаць, не працавала на такім узроўні ніколі. На ўзроўні гораду гэта звычайна. Так, альбо нешта з кантролю, то бок дамбы. Але кантроль над тым, ці будуць пабудаваныя гэты дамбы, адсутнічае, конечно же. Контроль происходит за пределами самого города. Просто вопрос как раз-таки про вот этот контроль. Пытанне да Зінаіды, ці можа экспертка пракаментаваць, калі ласка, як у канцэпцыю не 100% кантролю ракі упісваецца бетаванне ўзбярэжжаў ракі і ўтрымка іх берагоў? Гэта пытанне ўжо да гарадоў, таму што, зноў-такі, у маштабе гарадскога праекту мы аперуем тэрыторыямі і некаторымі прапановамі для ўзмацнення берагоў, але там не прапісана, як менавіта гэта можна зрабіць. У мяне добрая навіна, у маленькіх гарадоў няма бюджэту на гэта, таму там берагі буйныя, дзікія і без бетону. Дзесна таксама не самы багаты горад, таму там все вельмі натуральна і цудоўна. Ну, это отличная возможность, мне так кажется. Да. Калі просто сказаць пра нарматыўную базу, просто мы паважаем гістарычны цэнтр не толькі таму, што гэта хочацца праектавальшчыкам, але таму, што мы павінны гэта рабіць, таму што ў асноўным гістарычны цэнтр, ён знаходзіцца пад зонай аховы, забудова там, часта гэта бераг рэк вельмі абмежаваная, традыцыйна таксама мясцовыя жыхары вельмі рэдка жадаюць бачыць нешта новае зусім блізка з ракой, якое перашкодзіла натуральнаму цячэнню ракі ці ўсёй экалагічнай сістэме, якая знаходзіцца навокал ракі. І з пазітыўных рэчаў, у некаторых розных краінах па-рознаму, у нас даволі паважаюць гэтую самую прыбярэжную зону 50 метраў звычайна ад узроўню вады, і там вельмі абмежаванае тое, што можна будаваць.
І зараз тыя аб'екты, якія там можна будаваць, будуюцца не вельмі часта, таму існуючы стан рэк захоўваецца. Ось. Да, я думаю, што лепш працягнуць інфармацыю дыскусіі, але істотная заўвага, калі вы захочаце пачытаць нешта з планаў на гарады альбо раёны гарадоў, з пункту гледжання таго, што там адбываецца з вадой, гэта складана, таму што вельмі вялікая частка гэтых дакументаў для службовага карыстання. А выцягнуць тыя дадзеныя, якія там двума абзацамі напісаны ў агульным доступе ёсць, гэта не вельмі лёгка, на жаль. Таму праблема натуральнай вады, то бок прудоў, азёраў і рэк у гарадах, яна не так падсвечаная, і это вельмі цяжка сабраць самому, калі ты не супрацоўнік. І больш практычна, калі тут ёсць студэнты-архітэктары, ці архітэктары, якія думаюць пра працу з гарадамі і рэкамі больш накіраваную будучыню, про якую нам раскажа потым Насця, то пададзенымі на 2 гады таму і пасля гэтага ўжо не асабісты досвед, магчыма прапаноўваць новае рашэнне, але канчатковае рашэнне не за архітэктарамі. Гэта праца з рэкамі, гэта комплексная праца, якая ўключае самого архітэктара-праектыроўшчыка, ўключае спецыялістаў па інжынернай падрыхтоўцы тэрыторый і ўключае эколагаў. Але канчатковае слова за кіраўніцтвам, таму нават лепшыя прапановы могуць не прайсці. Але можна спрабаваць. Можно спробовать. Ну, что касается подсвечивания темы, мы этим и занимаемся, вот пытаемся, чтобы больше про это как раз таки говорили. Может, что-то в доступе когда-нибудь появится. Да, прежде чем пойти дальше, у нас еще вопрос. Падкажыце, калі ласка, ці робіцца ў праектах на ўзроўні горада нейкая дадатковая функція на ўзбярэжжы і зелёныя зоны каля берегов? Додатковая функция, я так понимаю, какая-то либо еще рекреация, либо сбор удержания воды, что-нибудь такое. Да, яны прапанаваныя, часто прапісваецца на вот доступных метадах, што вось гэтая зялёная зона, яна для паводку, то бок яна для ўтрымання вады. Праблема з горадам у тым, што вельмі складана нешта сказаць і юрыдычна замацаваць тое, што вось гэта павінна выкарыстоўвацца так, а рэальнасць будзе крышачку іншай, яна, магчыма, будзе крышачку лепшай, але паколькі юрыдычна запісана, што гэтае месца павінна выкарыстоўвацца менавіта так, гэта не атрымаецца. Таму у праектах на ўзроўні горада і праект на ўзроўні, напрыклад, мікрараёна звычайна даволі агульна і даволі свабодна даецца функцыя. То бок гэта будзе рэкрэацыйная функцыя з рознымі ўзроўнямі нагрузкі рэкрэацыйнай, то бок наколькі гэта будзе парк горках альбо гэта будзе лесапаркавы масіў. І пляж. Звычайна гэта не вельмі дэтальна прапісаныя рэчы, таму што зноў-такі, калі прапішаш нешта занадта дэтальна, гэта можа быць праблемай у будучым. Спасибо, Зина. Настя, ты что скажешь по поводу того, что ты уже можешь наблюдать со своего опыта, просто находясь в белорусских городах, какое сейчас взаимодействие вот этой вот реки и города ты как пользовательница и как специалистка можешь видеть и с точки зрения, да, архитектуры, с точки зрения, не знаю, культуры тоже, вот твои какие-то наблюдения, может, у тебя есть чем поделиться? В Минске. Сейчас. Да, я вот сейчас в Минске живу, и мне очень нравится, как у нас все такое зеленое, все ездят на малой мобильности по всем рекам. Это очень большая редкость, на самом деле, для большинства городов, в которых я была и жила. Я очень рада, что у нас Минск такой зеленый и развитый с точки зрения воды. То есть у нас это очень, очень близко, мне кажется, к мечте. Класс. Тогда я думаю, что можно попробовать продолжить уже с тобой тогда. Просто чтобы ты поделилась своим опытом работы с реками в других городах, в других странах, чтобы мы как-то посмотрели, с чем сталкиваются, да, другие города, и смогли уже более
выверенно оценить нашу ситуацию и дальше уже обсуждать, что мы можем делать, как нам дальше работать с белорусскими реками. Даю тебе слово. Да, А, я хотела вам показать пару слайдов, мгм. немножечко, если можно. Так. Я вот, знаете, хотела просто поделиться, что, получается, я двигаю вот эту тему рек уже давно. И интересно, что вот, в принципе, эта повестка речная, она вот везде сейчас супер актуальная. Это вот в Тбилиси последний раз мы исследовали Мутквари, их реку. И вот, например, то есть как вообще в других, вот как ты, Илона, говоришь, на других, других территориях, например, в Казахстане, мы вот сейчас работали активно, даже еще не сдали, на самом деле, этот проект над таким большим инструментарием для создания такой вот эффективной городской зеленой сети, которая основывается на реках. Но прежде всего, ну, то есть это такой большой проект, поддержанный World Bank и казахским немецким институтом совместная вот наша работа. Здесь, получается, в основном идет проблема изменения климата в Казахстане и в Центральной Азии. То есть прежде всего с этой стороны смотрится на вот устойчивость ландшафтов и городов, из-за того, что у них и температуры повышаются, и сели, и очень много экстремальных погодных явлений. Немножечко не совсем так, как в Беларуси. То есть здесь прям действительно много катастроф, исходов таких. Ну, в общем, такая достаточно экстремальная ситуация в городах. И вот, получается, их поддерживают, например, такая программа, как Resilient Landscape Program, в которой вот, в принципе, цель — это восстановление именно ландшафтов и, ну, вот с углеродным следом, да, работы. Но когда ты начинаешь смотреть на эти территории, да, то есть на сам город, на Алматы, там, на алматинскую агломерацию, ты понимаешь, что, в принципе, как ты можешь поддерживать лес, ну, то есть вот, например, восстанавливать леса ты можешь только вблизи воды, потому что там сухость большая, засуха, и по факту эти реки и есть только ключ к тому, чтобы возрождать, решать эти климатические вызовы, да, и возрождать леса. И вот там, по сути, здесь могут помочь такие вот зеленые коридоры, да, которые связывают крупные лесные массивы до там Капчагайского водохранилища, вдоль крупных рек Алматы, да, соответственно, это Алматы, здесь вот горы, здесь их большое водохранилище, вот такие как зеленые коридоры, да, которые по воде могут снабжать вот эти все леса и ландшафты. И как там было большая вообще часть работы, такие как больше исследования, да, как руководство, да, можно так назвать. Вот это одна из частей, это toolbox был, как рекомендации по проектированию вот таких зеленых коридоров, где мы предлагали, как там анализировать их, каким образом подходить к видению таких зеленых сетей и какие, собственно, инструменты могут быть для того, чтобы это все поддерживать. Всегда говорили о том, что это должно быть очень разнообразным, то есть это не только про воду, ну, то есть это не только про реку, не только про деревья как таковые. Это комплексная история, что есть в ней и рекреация, и экология, и биоразнообразие, и орошение необходимо для всех этих зеленых систем. То есть, в общем, это комплексная система, и чтобы она работала, и она была устойчивой, здесь надо учитывать очень много моментов. Вот как Дмитрий, да, говорил про культурный ландшафт, Зинаида тоже вот упоминала про там контроль рек, да, то есть мне кажется, что к рекам надо относиться вот с максимальной комплексностью, а не такая часть, которая все соединяет вместе, дает жизнь многому. В общем, в целом мы разрабатывали такие разные подходы, внутри которых было очень много разных инструментов, которые помогли бы собрать, да, вот это все в какое-то комплексное развитие.
и описывали детально очень вот эти проектные решения. В том числе вот тоже Зинаида упоминала по поводу того, что в Минске, на Беларуси, да, не мыслят о вскрытии рек, а в Казахстане тоже не мыслят о вскрытии рек. У них вообще контекст же очень сложный, у них все забетонировано, урегулировано из-за того, что сходят сели. То есть это все каналы и искусственно созданные урегулированные реки. Но это ведет у них проблемы с селями очень сильными, потому что когда сходит, чем более зарегулированное, тем более опасно в изменениях климата. И мы на каких-то участках предлагали как подходы для того, чтобы их разбетонировать, и где-то, где есть возможность, очень сильно ниже по течению, не возле плотин, где-то какими-то участками пытаться создать буфер для воды. Ну и все это там тоже с рекомендациями по всяким разным деталям, условиям применения этих инструментов. В общем, это такая большая, например, стратегия для алматинской агломерации, как им бороться с изменениями климата. Потом, например, в других контекстах, на постсоветских, например, территориях очень часто есть проблема закрытых берегов. То есть здесь пром в основном, нету доступа где-то на реках, на реке не дойти. А с другой стороны, как следствие всей этой истории, получается такая неоцененная природа реки, потому что вот этот пром и закрытые берега, по сути, сохраняют такую вот новую экосистему, она там как-то забирает уже природа забирает потихонечку свое, получается такая вторичная сукцессия на берегах, которые не видят люди, там растет много деревьев. Вот. Но, в общем, это в целом такой, как я с планировочной стороны, это именно такой потенциал для развития города, потому что, вот как Дмитрий говорил, что на реке, по сути, на реках образовывался город, и потом промышленность на реках стоит. То есть это там очень много таких территорий, которые можно преобразовать во многих городах. Такая история есть. И ну вот у нас есть определенные принципы, очень, кстати, исходят наверное, из Минского водного зеленого диаметра. Тут все очень преемственно про то, что они должны быть там велопешеходным каркасом, что они зеленый каркас города обязательно, что они раскрывают идентичность места, как вот коллеги тоже упоминали, да, и то, что они такой драйвер развития прилегающих территорий. То есть, в принципе, когда мы занимаемся каким-то проектом реки, вот это такие самые базовые вещи, на которые мы обращаем внимание. Вот у меня эти слайды я вот уже ребятам из Минска показывала, я очень быстро просто пролистну их, что вот, ну, например, в Екатеринбурге это и сеть, у них небольшая река. Вот они раскрывают, ну, то есть можно там велодорожки, как вот, например, в Минском диаметре, что это тоже экологичная сеть, на ней есть разные, как бы часть зеленого каркаса, экологические ядра, и обязательно в масштабе города. На это можно посмотреть, как река соединяет экологию города и как она на это все влияет. Про идентичность, то, что вот коллеги упоминали, что всегда это про районы, и вот то, что ты, Илона, говорила, то, что по реке часто названы районы, но центральная река, ну, например, если брать Свислочь, да, допустим, нашу, она всегда будет идти через очень много разных районов, то есть она будет их, по сути, сшивать между собой, и тоже интересно, когда мы гуляем по реке, можем ли мы увидеть разницу, как бы там, переходя с района в район, да, можем ли мы понимать, что вообще мы переходим? Вот в этом проекте мы думали об этом, хотели подсветить, когда гуляешь по реке, чтобы какие-то детали района увидеть. Так, с точки просто проявить идентичность. Ну и там прилегающие территории, это про пром в основном и все остальное. Вот, например, последний пар тут картинок. В Тбилиси, допустим, в Грузии, у них, в принципе, идентичная проблема. То есть у них нету доступа к реке. Точно так же к реке выходят парковки, гаражи, какие-то непонятные территории, и ты просто что-то там ходишь и даже не знаешь, что у тебя вообще есть река. То есть самая большая проблема то, что люди не знают, что у них вообще есть там малая река,
Ну, здесь, конечно, Матквария, здесь она, в принципе, люди знают центральную реку, но очень часто маленькие речки вообще скрыты от знания. Например, там Мышка, вот река Мышка в Минске, никто не знает о ее существовании, там закопана частично. Ну и вода — это всегда какие-то артефакты прикольные. То есть если вот думать про то, что в Беларуси не хватает, не знаю, как вариант, может быть, у нас тоже есть какие-то интересные места на воде, о которых мы не знаем. Вот этот образ жизни на воде. Там это рыба, рыбалка и все остальное. Ну вот, то есть, по сути, здесь очень похоже с проблематикой, что вот хотя бы пройти и сохранить вот вот эту природу, о которой ты не знаешь, если ты там не спустишься по каким-то странным путям, там, перелезешь через 5 заборов, и потом увидишь, что у тебя, оказывается, природный берег, и ты можешь там ловить рыбу и сидеть на камешке посреди автомагистрали. Вот. Рекламирую свою страничку в Инстаграме. Если что, это я хочу, чтобы собиралось такое сообщество людей, которые любят воду. Вот. Когда-нибудь я буду там больше постить. Хочу, чтобы мы все дружили и помогали друг другу и делали разные проекты всякие воркшопы. Вот, спасибо. Вот хочу передать слово насчет того, что же в Минске нужно на самом деле, потому что Минск — это замечательный пример. А, Это фотография из Минска, кстати, в Минске сделана. Вот. Спасибо. Как раз-таки это вопрос, который хотела тебе задать, собственно, да, то есть перед своей презентацией ты сказала, что все супер, в Минске классно, зелено у нас, и показала, с какими проблемами сталкиваются другие города, и, в принципе, ну, которых у многих белорусских городов не будет, да, это, например, как я тоже ощущаю, гораздо больше доступа к воде открытого у нас есть, не так много таких мест, где река спрятана, либо от нее город отворачивается очень сильно. Поэтому вопрос, как ты видишь, какие вот эти вот перспективные направления для белорусских городов для того, чтобы работать с реками? Может быть, надо к каким-то вызовам готовиться, может быть, у нас есть какие-то другие отличные проблемы, либо какие-то нераскрытые потенциалы, с которыми стоит поработать. Вот как ты думаешь, вообще работать с водой, вот это вот сообщество людей, любящих реки и воду? Чем оно будет заниматься? С какими вопросами справляться? Мне бы хотелось, чтобы мы все купались в наших реках. Это было бы круто. Если бы можно было бы в будущем когда-нибудь купаться в Свислоче, то это было бы просто замечательно. Ну, такое же бывает вполне, ничего страшного, что это центральная река по центру города. Примеры есть в мире, где вода очищена была. Мне хотелось бы, чтобы у нас было больше образа жизни на воде. У нас он есть, то есть люди вроде бы катаются на сапах сейчас, я вижу, и байдарки у нас есть. Но, может быть, у нас не очень много таких вот каких-то спусков, взаимодействия с водой. То есть у нас очень урегулированные берега, вот как говорила Зинаида. То есть все так вот очень... Кто-то купается в Свислочи, я вижу вот, в комментариях. Мгм. Вот, в общем, получается, бетон, все такое очень бетонное, мало, может быть, каких-то природных территорий, как вариант. Ну и, может быть, бренд, не знаю, мне кажется, вполне можно было бы это, качать тему бренда на реках, на наших реках. Это же лучший пример практически в мире. Просто вот то, что ты говоришь, да, в основном про образ жизни на воде, да, насколько это, ну, вернее, какими инструментами это решается, да, то есть не столько, наверное, проектированием, сколько действительно это какой-то бренд, продвижение какого-то стиля жизни, да, или правильно ли я поняла, да, твою идею основную? Ну да, наверное. Хорошо, спасибо. Зина, ты что думаешь по поводу того, с какими проблемами, вызовами или потенциалами вот придется столкнуться людям, которые собираются работать с водной тематикой белорусских городов?
Ну, залежності в тим, у якім контексті, у якому масштабі вони будуть працювати з гэтым. Мы размаўляем у маштабе горада, у маштабе района, у маштабе ракі. Я бы начала с масштаба города, тема у нас про город, да, река и город. Если хочется куда-то там отойти, тоже. Мгм. О, Я вельмі згодна з Насцей. Да, было б вельмі класна, калі б у нас было больш фокусу на рэках і у тым ліку як бренду і больш жыцця на вадзе. А як да гэтага дайсці, як з гэтым працаваць менавіта ў маштабе гораду? Ну, типу зараз як виглядають проекти приток зараз, яны не перешкоджають такому больш інтенсивному рэкрэацыйнаму выкарыстанню рэк. Але пытанне ў тым ужо ў больш мелкіх маштабах, хто будзе арганізоўваць арэнду сапаў, хто будзе кантраляваць тое, каб адпачываючыя не пакідалі па сабе смецце ў тых месцах, дзе гэта не арганізавана. Ну, гэта крышачку меншы маштаб, чым тое, што я магу сказаць як праектараўшчык, здаецца, таму што магчымасць для больш інтэнсіўнага жыцця на вадзе ёсць у тых праектах, ну, якія я бачыла, якія я памятаю зараз у усялякім выпадку. Вось нават у... Прости, продолжай. Да, нават у не такіх вялікіх рэках і не такіх вялікіх паселішчах, то бок я рабіла генеральны план Аляхновічаў, гэта аграгарадок на чыгунцы да Маладзечна, праз яго працякае рака Уша, і там ужо зараз усе выдатна ведаюць, што ў іх ёсць гэта маленькая Уша, камунікацыя па ўсіх напрамках праз яе і паўз яе яна існуе, і гэта такая не вельмі добраўпарадкаванае, але мясцовае месца, дзе людзі могуць прагуляцца, таму што больш гуляць там асабліва няма дзе. Такое. Вот такой вопрос. А может, пока ты работала в проектном институте, была ли у тебя какая-то такая ситуация, либо мысли о том, что классно было бы, вот у меня есть такой проект с таким городом, вот хотелось бы сделать там вот что-то такое, вот связанное с рекой, просто что понимала, что вряд ли пройдет, или финансов не хватает, но вот были ли у тебя какие-то мысли о потенциальных возможностях в рамках проектов, с которыми ты работала? Гэта, напэўна, не лепшы прыклад, але тое, што прыйшло ў галаву першае, у Дзесне, зноў-такі прыклад пра гісторыю, яна пачыналася як замак на востраве, такая абарончая лакацыя. Вось, востраў ёсць, камунікацыя да вострава ад горада проста адсутнічае. То бок квест «Знайдзі лодку, каб пабываць на востраў» я не прайшла. Сплаваць на острове не прайшла, напрыклад, без папярэдняй падрыхтоўкі. Да, то есть ні мосціка, ні арганізаванага, хаця б у нізкую ваду якога-небудзь прыгожага пераходу па каменьчыкам не існуе. Проста вось ёсць ты, ёсць остраў, на якім бачныя падмуркі замка, і ты можаш на яго паглядзець здалёку. Паміж вамі рака. Гэта вельмі класна, вельмі прыемна, ты адчуваеш сілу ракі. З гэтага боку гэта вельмі класна, а з боку выкарыстання гістарычнай каштоўнасці не вельмі. Вот, собственно, чуть меньше, чем хотелось бы речного образа жизни, да, получили в городе Десна. Ну, как раз таки то, что у нас немножко сейчас отсутствует вообще представление, как можно жить на воде, и что у нас мало примеров, как люди живут на воде, ну, это, пожалуй, главный такая возможность развиваться в этом направлении. То, что мы видим в других странах, что там используют плавучие дома, там какие-то просто дома, которые стоят на каких-то конструкциях вдоль берегов рек там, или на озерах. В принципе, наше законодательство позволяет это тоже все делать. Даже, наверное, строить какие-то там сооружения, жилые сооружения там, или там для временного отдыха на островах, которые у нас, в общем-то, на многих реках они существуют так или иначе. Вот. Но поэтому, в первую очередь, я думаю, что надо начинать с таких вот, с развития, наверное, более активно вообще пользоваться реками как для туризма. И вот в свое время в том же Минске на Свислочи возле Троицкого предместья стояла баржа.
там для развлечений. Кому-то она не нравилась из-за того, что она слишком шумная, кому-то она не нравилась из-за того, что она портит Троицкое предместье. Ну, я рассматривал с точки зрения, что как объекта такая вот есть преемственность ну, в городской среде. Хоть там понятно, что русло немножко поменяли, там, где стояла баржа, в свое время стояли, какая-то застройка была, там, по-моему, даже городская баня. Но, тем не менее, вот это вот какого-то такого водного транспорта на реке не хватало. Даже вот мы делали такую концепцию благоустройства набережной Свисла еще возле Троицкого предместья, ну, там для размещения таких каких-то там домиков, киосков. И я вот на одной из, там, наверное, картинки вставил такой огромный-огромный лайнер. То есть мне показалось, что вот такого гигантского лайнера вот и не хватало бы на Свислочи. Даже пускай бы его там построить, соорудить, там, не знаю, там на несколько лет для того, что просто для какого-то такого. Но это было бы, придало бы определенное такой бы вот ну, интерес и вообще к теме вообще размещения там э, э, какого-то инфраструктуры на реке. Ну вот поэтому такие, может быть, возможно, такие смелые проекты, они бы в будущем бы имели место, уже реализованные. И вот возвращаясь, да, поэтому, соответственно, что все это возможно, плавучие дома возможно, более того, можно использовать наработки наших предков, которые на таких небольших лодках умудрялись там и тягать, и перемещать какие-то грузы. То есть, в принципе, вот значит, можно эти витины, так называемые витины, в разных частях Беларуси они по-разному назывались, но, в общем-то, вполне так посмотришь на такую конструкцию, вполне ничего, жилье для там нескольких человек. Вот. В свое время я был там как бы с экскурсией на Гданьской политехнике, и мне дико тогда, это я еще был студентом, мне дико понравилось, что у них есть такой там курсовой проект, как на проектирование начинки корабля. Я подумал, ну, круто, если бы у нас можно было проектировать начинку для небольших лодок. Думаю, что как минимум это можно было бы, наверное, в Гомеле, где-то в принципе, хотя и это, и в Минске. Вот. Ну, то есть вот это вот меня поразило, я подумал, что да, и если бы я, наверное, ради этого я мог бы пойти учиться там. Ну, вот то, что у архитектора может быть разное, скажем так, направление деятельности, это однозначно, в том числе вот этот водный транспорт, и не говоря уже о водной архитектуре. Ну, да, вот. Тему Как речного думаете? транспорта у меня в заметках, да, по нашему сегодняшнему разговору, это обведено кружочком, речной транспорт, да, вопрос, который тоже хотела тогда обсудить. Помню в свое время, когда тоже я еще была студенткой, и там разрабатывали всякие мы визионерские проекты по поводу разных городов. Вот у меня была одна из идей, мечта включить водный транспорт в сеть общественного транспорта, чтобы можно было там, из одной части города в другую. Идея ударилась об несколько низких мостов, естественно, но, в принципе, да, идея, вот ваше мнение, коллеги, по поводу того, как я вижу, просто если мы говорим про, то есть про возвращение какого-то речного образа жизни, про то, что хочется больше давать рекам свободы природной, чтобы они бороться с ними. Это как будто бы, да, возвращение к каким-то истокам, корням, и в том числе тогда, да, логично, что классно подумать про какой-то водный транспорт, как в современных реалиях, в современной жизни роль речного транспорта, какая она может быть, да, что это такое? Это только туризм, это что-то может быть более утилитарное, как это вообще могло бы выглядеть, и нужно ли это нам, в принципе? Как вы думаете? Например, Настя, что ты скажешь? У меня какое-то есть впечатление, ну, я конкретно про Минск, про Свислочь, что у нас очень же много плотин, и Мгм. я бы только если туристический транспорт какой-то ну, как на очень короткие расстояния, потому что, получается, они не могут проехать особо долго. Там даже на лодочках вот у нас не сильно катают, вот так, девочек маленькие делают, так от одного мостика до другого. А Мгм. водные лифты, которые есть в других странах, мне кажется, это можно сделать, скажем так, относительно небольшую реконструкцию. Водный лифт. Кстати, у нас же А даже... стоит ли оно того, да? Вот в чем М? вопрос, да? Насколько это тогда, ну, необходимая такая штука, чтобы делать эти водные лифты? Ну, на мой взгляд, Наверное, это все-таки не, оправдано. Наверное, оправдано. Все-таки оправдано.
Ну, я думаю, што калі гэта нешта турыстычнае, да, напрыклад, водны ліфт дзесьці ў Мінску, каб завязаць гэта, то можна быць часткай інтарэсу, да, то бок калі ён будзе аформлены неяк вельмі цікава, да, то гэта будзе досвед, я пакатаўся на водным ліфце на сваёй лодачцы. Гэта пытанне падачы. Вось, у нас там уже нешта што это А у меня какая-то еще была мысль, что, знаете, вот я не очень, знаете, вот сейчас иногда хочется вот поехать из Минска, да, куда-нибудь, и у нас очень часто нужна машина, чтобы, ну вот, в ближайший пригород, да, какой-то поехать. Сложно, вот у нас электрички не так хорошо развиты во все локации. Может быть, мы могли бы уезжать из Минска по реке, там же, наверное, плотин может быть меньше, и можно было бы в 2 стороны куда-то ехать, и такой туристический путь, вот, может быть, что-то такое, не знаю. Характер. Э, Я хацела дадаць пра Мгм. транспарт і вяртанне былога. Ну, у савецкі час гэта была даволі папулярная і вельмі утылітарная штука. І, напрыклад, я калі працавала з рэчцы, глядзела на тыя вёсачкі, якія гістарычна знаходзяцца на берагах Дняпра, і да якіх транспартны доступ з вялікіх гарадоў вельмі дрэнны, а транспартны доступ па рацэ, калі там хадзілі пасажырскія невялічкія карабельчыкі, быў просто цудоўны, да, это бок, моя бабуля рассказывала, што як было класна, ты просто выходзіш, сядзіш на карабельчык і даплываеш вельмі хутка, без вялікіх прыгодаў, куды табе трэба, табе не трэба рабіць неверагодныя дзікія маршруты праз нешта на аўто. Але пытанне, наколькі гэта утылітарна, гэта вельмі складанае, да, то бок гэта эканамічныя падлікі. Але як нешта турыстычнае, вельмі шкада, што яго не так шмат. Але там у каментарах Елізавета, здаецца, сказала, што да, у нас вельмі шмат невялікіх рэк, на якіх судаходства даволі складаная рэч, на якіх можна ў лепшым выпадку сплавіцца, і то не заўсёды. Таму даволі складана. Але, наколькі я ведаю, сплаў даволі зараз распаўсюджаная тэма і адбываецца цудоўна ў розных месцах. Мгм. Да? Ну, вопрос судоходства – это, конечно, вопрос и, скажем, подготовки реки к таким, это чистка, соответственно, раньше это постоянно происходило, сейчас это, там, где у нас используются реки, там, на той же Березине, где-то Сожи, Днепре, там, где именно вот как промышленных масштабах, где используется, вот, соответственно, там это делается. А так, безусловно, если бы... Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас там реки обмелели, обмелели они не только из-за того, что там стало меньше воды, а в том числе из-за того, что их перестали чистить, соответственно, что они заболачивают, то есть они отвоевывают свою там как бы какую-то природную территорию, вот. Хотя в то же время, если говорить о том, что когда реки были там 300-500 лет назад более судоходные, они были судоходные в том числе из-за того, что был немножко другой климат. Это тоже не должны забывать. Вот, соответственно, то есть куча факторов, из-за которых мы не можем сказать, что вот у нас сейчас так совсем сложно, совсем плохо. В некотором случае мы пошли дальше, и, соответственно, что реки у нас уже несут немножко другую функцию. Мы можем только вот это вот говорить, что это как потенциал для использования их, для развития, там, для... опять-таки, если мы говорим о том, что мы хотим развивать нашу экономику в разных направлениях, то реки, возможно, что это тоже один из тех пунктов. Вот хорошо появился там Августовский канал. Такие же могли быть проекты инфраструктурные, туристические еще на других реках. Тот же Днепробузский канал, он практически тоже забыт, хотя там чудесная сохранилась инфраструктура. Мне очень нравится бывать с луниями, там по работе бывает, и так просто бывает. И вот сейчас заметил, что последний год там активно идет реконструкция водной системы именно Щары. То есть не там, где канал, а именно вот водный. И предполагаю, что это будет один из таких интересных мест в Беларуси. Скорее будет ездить туда, чтобы прогуляться вдоль реки, нежели там посмотреть какие-нибудь церкви, соборы, синагоги с луниями. Вот. Поэтому как я вижу, должен быть еще соблюден этот баланс, да, когда если расчищать реки, либо сооружать какие-то каналы между все-таки
естественным, природным, да, экологическим вопросам и вот этим вот транспортным в том числе. А между тем, я уже заметила, что у нас дискуссия уже длится где-то час, поэтому я бы потихоньку сворачивалась. У меня последний вопрос, как высказывание. Хотела бы, чтобы все это подсуммировать, предложить вам ответить на такой вопрос. Вот как Дмитрий вначале рассказывал, что вот можно даже тезисами, либо как-то дать название вот этим вот разным периодам взаимоотношений человека и реки. Там, река — транспортная артерия, река — источник пищи и воды, река еще то-то. Как бы вы описали белорусскую реку в контексте города ближайшего будущего? Ну, Дмитрий, давайте с вас начнем. Ну, я, в принципе, все равно соглашусь, что река, она была и остается источником жизни. То есть, если и как бы материальной жизни, то есть как источник воды, как бы, ну, в том числе как для очищения, то есть для очищения, для рекреации, для набирания сил. Скажу про себя, что я стараюсь каждый выходной, какой-нибудь из выходных ходить в баню в Столбцах, и там 150 метров есть общественная баня, и там рядом как раз Неман. И, конечно же, окунание в Немане – это как бы себя ментально подготавливаешь, потому что ты очищаешь, снимаешь все себя, все негатив, все это. То есть это тоже является таким вот источником нового перерождения какого-то определенного. Вот, соответственно, ну, для меня вот Неман в этом случае играет такую первоочередную роль, ну, для жизни. Соответственно, вот для кого-то это может быть другие какие-то смыслы, но река, она остается каким-то определенным, будет оставаться определенным, ну, вот, не знаю, символом, хотя бы на уровне символа. Вот. Спасибо, Зина. Как бы ты описала реку ближайшего будущего в белорусском городе? Вельмі складанае пытанне. Я думаю, што гэта ўсё яшчэ такая связуючая рэч, ўсё-такі связаная ў асноўным нешта экалагічнае, а не людзей, калі гэта не міст. Да, у место гэта крышка іншая функцыя і у самых буйных гарадах. Вось, то бок гэта такія натуральныя альбо часткова натуральныя лакацыі, якія не знаходзяцца паасобку, якія натуральна звязаны з сабой, таму што знаходзяцца паўз рэку. Напэўна, нешта такое. Бок гэта рэкрэацыя і ачышчэнне паветра ў тым ліку. Спасибо, Настя. Очень согласна с коллегами. Сложно что-то добавить. На самом деле, ну, мне только пришло в голову, что вот если говорить про вот такое ближайшее прям будущее, то я бы сказала бы, что это что-то про точечные интервенции. Не знаю, как сказать по-другому. Потому что в целом-то все хорошо. Мне кажется, много чего хорошего. И можно сделать чуть-чуть лучше. И где-то точечно что-то подобавлять. Например, просто как вот мне сейчас недавно я видела, что у нас изменилось, точечно очень. Это вот на Октябрьской, там, где бэкдор, там, где вот не на главной, где у нас граффити улица, а вот с другой стороны, где набережная, там же река, она есть, ну, по сути, в смысле, там прямо на реке все вот эти ресторанчики, кафешечки, их сейчас там их очень много, у всех террасы, но с рекой как-то взаимодействия как такового и нету. То есть мы вроде все сидим на террасе возле реки, но ее не видим, там как-то и деревья, и все такое. И тут один из кафе взял и сделал лестницу тут на днях, такую деревянную, спуск прямо вот к воде с такими видовыми маленькими, как беседку, короче. Просто как такой немножечко такой маленький такой вот шажок, и там так сидят пары, там такие фонарики повешенные, они сидят прямо возле воды, прям вот вообще вот возле воды, смотрят на эту реку под огонечками, вообще такой спот для свиданий какой-то невероятный. Вот такие маленькие, мне кажется, что ты сидишь и там ножками трогаешь воду, вот может быть что-то такое в ближайшем будущем. Это Белорусские реки — это набор маленьких уникальных мест. Спасибо, коллеги. Я сейчас хочу предложить нашим зрителям, если у вас остались еще какие-то вопросы, буквально можем выделить, не знаю, минут 8-10 на вопросы, если есть прямо сейчас.
А я сейчас проверю, осталось ли у нас что-то в чате еще неотвеченное. Так, на это отвечали. Но есть комментарий про то, что... вопрос к Насте, я так понимаю, и к твоему опыту работы с проектами в Алматы. А чым зарегулированность у нас у Алматы отрознивается? Я так понимаю, да, ты говорила про то, что все зарегулировано, как у нас, раскрывать тоже ничего нельзя. Есть ли какая-то разница в этих контекстах? Огромная разница. Контекст невозможно сравнить, потому что Алматы — это там горные реки, соответственно, там, ну, то есть там горы, с них течет вода в Алматы. Очень быстро, в течение 2 минут, приходит сель. Сель — это когда с гор идет сильный поток грязевой с огромными валунами, с такой штукой. И у них такие огромные плотины, огромнейшие плотины, невероятные, которые и селеприемники, которые задерживаются. Ну, короче, контекст совершенно другой. У нас зарегулированность в том, что у нас создали водно-зеленый диаметр для того, чтобы питать промышленность и создать рекреацию. То есть у нас зарегулированность в том, что это как доступ к воде, ну, ресурс, вода как ресурс. У них зарегулированность — это сопротивление катастрофам. Мгм, мгм. Ну, я бы не Тоже- сказал, я бы сказал, что все-таки Минский водный диаметр – это как бы часть определенной такой концепции идеального города, где, конечно, вода тоже. То есть, ну, это в том числе. Вот поэтому это уже такой, тоже вот в определенном смысле этап развития, значит, ну, поселения, наверное, городского поселения или вообще поселения. Вот, где там, да, вот, это Мгм. И вопрос еще, наверное, да, так понимаю, так, Настя. Могли б крыху падрабязней распавесці пра пошук ідэнтычнасці на радце? Про прикладу. Я так понимаю, да, как это делается, ну, не знаю, насколько это можно быстро ответить, если не лекцию читать. Это на самом деле это больше вопрос к Гамитеру, потому что он с культурными ландшафтами работает. Мне кажется, мы сталкивались. Ну, что тычыцца пошуку ідэнтычнасці на вадзе, то тут, конечно, ну, так, у мяне быў такі прыклад, калі мы рыхтавалі для распрацоўвалі праект ахоўнай зоны, трэба было таксама там паглядзець, як у часе, скажем так, змянялася выгляд паселішча. Ну, і якраз такі вось зрабіўшы некалькі рэканструкцый, аказалася, што ну, цяперашні там, на той момант это гадоў 10 назад істотна змяніўся тэрыторыя, але тэрыторыя, скажем, стала больш разнастайнай. То есть гэта уже не просто невялікае паселішча было, а цяпер уже сапраўдны горад. І скажем так, пэўная ідэнтычнасць у тым, што ну, сярод гэтых всех маркераў якраз такі былі бачны гэтыя гістарычныя кропкі. Не ведаю, наколькі я правильно адказаў на пытанне. Ну, мне кажется, Нет, достаточно логично, что может, поиск идентичности идет через поиск истории, да, не толькі гісторыя, але і, скажем так, пэўныя промыслы, пэўны занятак людзей, якія займаюцца. То есть гэта можа быць нейкія сучасныя новыя заняткі людзей, якія займаюцца, але гэта таксама можа быць частка ідэнтычнасці. То есть все ж таки ідэнтычнасць гэта вельмі складана такія паняцця такое, ну таму так. То есть, каб яго вызначыць, напэўна, трэба распрацаваць пэўную ідэю, і лепей, каб гэта все ж таки была каманда з розных людзей, якія просто ну, жывуць у гэтым месцы, і вот потому что для кагосьці гэта будзе адно, хтосьці ўвогуле ніколі не карыстаецца нейкімі там тут ці бывае нейкіх месцах, для яго гэта не істотна, а для другого гэта будзе істотна. Ну таму вот да. Мгм. Спасибо. Следующий вопрос. Як разрэкламаваць як разрэкламаваць воднае жыццё дэвелаперам, каб тыя ўжо драйвілі гэты працэс, але з нашымі мэтамі? Может, у кого-то есть опыт? Бренд, только Мгм. если говорить о воде, как, то есть тут надо, ну, как бы, если
Ну, показать им примеры, и если начнется такая повестка про бренд реки какой-то нашей и вот этого життя на ней, то тогда, получается, так и разрекламируется. Ну, я думаю, что на стадии предпроектных проработок сейчас практически предпроекты являются обязательным. Ну, хотя, наверное, частники, они могут и не выполнять стадию. Тем не менее, и вот на стадии, чем больше, скажем, такие, скажем, безумные, ну, даже не безумные, просто смелые идеи предлагать, в том числе, то есть не забывать про это. То есть не обязательно это будет связано непосредственно каким-то там сооружением на воде. Это может быть просто связано не бояться запускать воду просто там, где даже ее нету. Или выпускать, например, воду из сооружения в реку. То есть это может быть совершенно разные подходы. То есть даже фонтан в здании – это уже хорошо. Это, правда, уже, наверное, немножко к другой культуре, которая связана с фэншуем. Мы знаем, что фэншуй и вода – это тоже имеет очень важное значение. Вот. Мгм. Тут я бы хотела еще прокомментировать, что на самом деле, например, для Минска, мне кажется, это же такая, ну, очень должна быть осторожная, мне кажется, тема проводное жилье, потому что ну, тут водное житё, ну, тут водное жи хорошо. Ну, в общем, если водное жилье или все, что связано близко к воде, потому что, получается, у нас все таки здорово, что у нас есть водно-зелёный диаметр, его не хотелось бы застраивать. А такие попытки, э, некоторым присутствуют, в последнее время. Тут как-то очень надо деликатно, да. Ну, с этим тоже соглашусь. Я хотела как Осторожно. раз Мы в любом случае говорим о том, что водная, извините, Зинаида, водная жизнь, она все равно будет какой-то временной. То есть это все равно будут какие-то временные, скорее, сооружения, которые могут быть. Да. Зина? Я хотела падтрымаць Насцю, што трэба з гэтым быць вельмі асцярожным, таму што ў Даніі там не толькі рэкі, але адваротны прыклад, там культура жыцця каля вады. Гэта вельмі істотна, то бок кошт дома, калі з яго бачна хоць крышачку вады павышаецца адразу 10 ў 2 разы вельмі часта. І там адваротная праблема. Там будуюць вельмі шмат вельмі блізка да вады, і гэта у час вельмі моцных ліўняў, у час паводкі выклікае вельмі шмат праблемаў. Таму давайте парадуемся, што гэтай праблемы у нас няма. У нас ёсць іншая праблема, мы не выкарыстоўваем нашыя рэкі для гэтага, але у нас няма праблемы зашмат вялікай забудовы пакуль што. И это наш потенциал, да, когда есть Да. пространства, которые еще не испорчены, гораздо проще возвращаться к какому-то нормальному состоянию. Коллеги, я бы уже завершала немножко. У нас там осталось парочка вопросов, но и комментариев. Я думаю, что можно их еще продублировать с нами, можем, если очень важные какие-то вопросы, мы передадим нашим спикерам. Закончу, просто тут есть идея. Мне здаецца, добры першы крок зрабіць купалі гарадскім святам. В общем, просто будем надеяться, что наша сегодняшняя дискуссия — это первый шаг к этому популяризации вот этой вот водной речной жизни, на которой мы как-то, к которой мы пришли в ходе сегодняшнего разговора как-то. Летят благодарности. Я вас тоже благодарю. Наших зрителей я попрошу сейчас ответить на небольшой опрос. Это поможет нам делать наши ивенты еще лучше. И в это время, пока вы отвечаете на наш вопрос, хочу напомнить, что у нас предстоит еще одна встреча в рамках серии разговоров о реках и городах, которая состоится 3 сентября. Там мы уже поговорим про набережные. Вообще, что такое набережная? Это общественное пространство или источник природы в городе. Будет тоже очень интересно. Если вы уже зарегистрировались, если вы здесь с нами на дискуссии, то вы, конечно же, зарегистрировались. Ссылка на ивент вам придет. Еще раз регистрироваться не надо. А я еще раз благодарю своих коллег, которые участвовали. Спасибо вам большое. И благодарю всех зрителей и зрительниц. До встречи с вами через неделю. Всем пока.